Здравствуйте, дорогие друзья! Неделю назад мы, как и более 2 миллионов человек по всему миру, были свидетелями церемонии открытия вторых зимних международных игр «Дети Азии». Ну а теперь все медали разыграны, и самое время подводить итоги. Это Кузбасс. И в центре нашего внимания вновь попадает Ледовый дворец Кузбасс, где и пройдет торжественная церемония закрытия этого мероприятия. Комментатор телевизионной версии Ольга Богословская. Но я напомню, что традиция проводить эти соревнования зародилась в 1996 году по инициативе первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева. Но сначала проводились только летние соревнования в точно таком же диапазоне, как проводятся Олимпийские игры, то есть раз в 4 года. Ну а потом в 2016 году появилась инициатива, почему бы не провести зимние соревнования. И вот в 2019 году в Южно-Сахалинске прошли первые зимние международные игры «Дети Азии». Кстати сказать, тогда спортсмены соревновались в 8 видах спорта. Ну а если мы берем игры, которые с успехом провел Кузбасс, то здесь представители различных дисциплин показывали свое мастерство в 10 зимних видах спорта. Это лыжные гонки, это конькобежный спорт, в том числе шорт-трек, это керлинг, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт и волейбол на снегу. Ну и впервые в истории прошли демонстрационные соревнования по компьютерному спорту. Надо сказать, что представители 11 иностранных государств прислали сюда, в Кузбасс, своих посланцев. Это Армения, Афганистан, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Республика Беларусь, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан. Ну и 8 регионов России также были представлены на этих соревнованиях, в том числе столица нашей Родины, Москва. Ну и, безусловно, нас ждет красочное мероприятие. Сразу скажу, что ведущий на арене – это прославленный спортсмен, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Ну а проводить он это мероприятие будет не один, а вместе с детьми, героями церемонии открытия. И если вернуться в события недельной давности, мы помним, какая красочная была эта церемония. И вот тогда виртуальные спортсмены, дети, представители тех видов спорта, которые входили в спортивную программу самого мероприятия, эти, я их назову, это и конькобежец, и хоккеист, и сноубордист, и фигуристка, и волейболистка. И тогда они, катаясь с горки, попали в перевернутый мир. Ну и для того, чтобы вновь вернуться в реальность, нужно было проявить массу своих способностей и пройти некий такой квест. Действительно, они ориентировались, как говорится, по ходу. Ну и они с успехом прошли все эти испытания, приобрели суперспособности, которых не хватало каждому герою, и благодаря этому они попали уже в реальность. Действительно, с большой такой душой организаторы подошли к этой церемонии. Ну и теперь церемония закрытия. Внимание на арену. Приветствуем губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева, первого заместителя министра спорта Российской Федерации Азата Рифгатовича Кадырова, генерального секретаря Олимпийского комитета России Родиона Геннадьевича Плетухина, президента Международного комитета «Дети Азии» Владимира Владимировича Максимова, а также талисмана вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» Рысенка Тихоню. Дамы и господа, звучит государственный гимн
Российской Федерации. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом, родная земля. Простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Гимн Российской Федерации исполнил почетный работник культуры Кузбасса, солист музыкального театра Кузбасса имени Боброва Владимир Жуков, мужской вокальный ансамбль «Крафт» и хоровой театр Академии Кемеровского государственного института культуры. Дорогие друзья, добрый вечер, дамы и господа! Вторые зимние международные
Международные спортивные игры «Дети Азии» подошли к своему завершению. И мы приветствуем всех вас на церемонии закрытия. Друзья, согласитесь, что все навыки и качества, которые были продемонстрированы во время церемонии открытия игр, пригодились не только вам, а вообще всем спортсменам. Это вера в себя, целеустремленность, командность, да и многие другие. Это было круто! Согласен, каждая встреча на льду была просто класс. Вообще-то, пока вы занимались нарезкой льда, кто-то покорял снежные вершины. Слушайте, друзья, я думаю, что сейчас не время спорить. Самое главное, что каждый из нас смог показать себя. И вместе вы прошли этот сложный, но прекрасный путь. Вот правильно, Алексей. Мальчики, вы такие смешные. Я в какой-то степени тоже мальчик. Нет, вы рассудительный и взрослый, уже заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион. А мы начинающие, но идущие на смены. Абсолютно верно сказано, но уже приняли участие в играх, взяли свою первую высоту. А что будет дальше? А дальше, друзья, будут новые турниры, новые соревнования и, конечно же, новые высоты. Что, прям так сразу? Почему сразу? Это потом, а сейчас пришло всем нам время отпраздновать эти победы и, конечно же, поздравить победителей. Тогда мы готовы! А вы готовы? Мы начинаем! Встречайте двукратные чемпионы России, четырехкратные чемпионы мира, танцевальный коллектив 158 крю, действующие чемпионы России по танцевальному искусству. Только вдумайтесь, 25-кратные чемпионы мира IDO, балет современной хореографии Dance FM и лучшие коллективы Кузбасса. Под ваши бурные аплодисменты! Сегодня никуда от спорта не уйдешь, от спорта нет спасения. Отдаем гремит, как будто подошла волна землетрясения. У стадиона 100 раз повторит стальная даль. Солнце в небесах горделиво горит, пусть до медаль.
Встречаем победителей и призеров вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». За дни проведения игр было разыграно 57 комплектов медалей. И первыми в этой арене Ледового дворца Кузбасс мы встречаем бронзовых призеров. Ну что, друзья, и немного цифр. Это парад спортсменов, но он не такой, как был на церемонии открытия, когда мы видели, что все шли четким строем, команда за командой, и представители иностранных государств, спортсмены которых приехали в Кузбасс, ну и наши российские спортсмены. Ну а сейчас все они вместе идут, потому что действительно соревнования остались позади, и сейчас время получать удовольствие, немножко расслабиться, еще больше пообщаться друг с другом. Но все-таки, наверное, уместно назвать несколько цифр. Вот Алексей Ягудин сказал, что 57 комплектов наград были разыграны. Я скажу, что в соревнованиях приняли участие 814 спортсменов, как мы сказали, из 12 стран мира. Они соревновались в 10 видах спорта, и по количеству наград самой успешной стала команда Сибирского федерального округа. Кстати сказать, она была самая многочисленная на этих соревнованиях. За нее выступали аж 100 человек. И в итоге они завоевали 15 золотых медалей, 13 серебряных, 11 бронзовых, в итоге 39. Чуть меньше по общему количеству наград завоевали москвичи, 34 медали, но по количеству золотых наград они сравнялись с представителями Сибирского федерального округа, то есть 15. На третьей позиции Уральский федеральный округ, 27 наград и 10 золотых. Ну и надо сказать, что наши гости тоже не остались без наград. Казахстан, например, завоевал 3 золота, 5 серебряных, 6 бронзовых наград. Сборная Белоруссии одно золото, 5 серебряных, 5 бронзовых наград, 1 золото у Таджикистана, у Узбекистана. Ну вот были совсем представители таких экзотических стран, которые никак не связаны с зимними соревнованиями. Например, Али Алади из Кувейта, он был представлен в состязаниях по шорт-треку, и надо сказать, что у него нет возможности в родной стране тренироваться на привычной шорт-трекистской арене, поэтому он использует торговые центры, но так велико было желание поучаствовать в международных соревнованиях, что он приехал. Единственное, что у него было в руках, это коньки, и он даже не представлял, что должна быть какая-то экипировка. И, естественно, экипировку ему подарили организаторы, потому что невозможно было выйти в другой какой-то форме. Даже он стеснялся сначала, не хотел это делать, но в конечном итоге, естественно, принял участие. Представители Таиланда заявили сначала только в слаломе, ну а потом им настолько понравилось, что они решили поучаствовать во всех горнолыжных дисциплинах. Что еще интересно, вот Алексей Ягудин сказал про то, что талисман Тихоня, про образ талисмана Тихоня, это Тихон. Он живет в Томской Писанице, музее-заповеднике. И наша съемочная группа, вот как раз этот талисман, побывала в музее-заповеднике в преддверии финального хоккейного матча. И хотели понять, рыся, это настоящая такая особь, уже не юная, 12 лет, решили понять, сможет ли Тихон стать провидцем. И вот наша съемочная группа поставила перед Тихоном 2 миски с курицей, и тогда Тихон выбрал курицу из миски Сибирского федерального округа, таким образом показав, что они должны выиграть хоккейный матч. Но
животина промахнулась, к сожалению, не из той миски вытянула курицу. И в итоге Уральский федеральный округ все-таки выиграл со счетом 4-2. Много интересных событий происходило на спортивных аренах, ну и в том числе мы видели представителей зимних династий, например, Матвей Бажанов, мы помним Светлану, олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту, и ее супруга Вадима Саютина, которые также имеют своих последователей, и Матвей завоевал в конькобежном спорте 2 золотые награды. Ну и мы вообще говорили о том, что эти соревнования действительно дают трамплин, предоставляют для прекрасной спортивной карьеры. Вот Виталина Бацарашкина, наверное, один из таких ярких представителей. Она сначала выиграла на турнире «Дети Азии» в 2012 году, ну а потом стала двукратной олимпийской чемпионкой Токио. Вот такие события у нас происходили. Ну а сейчас увлечемся этим зрелищем, которое называется церемония закрытия. Мы посвящаем вам. Это же новое поколение героев спорта. А знаете, кто гордится ими больше всего? Команда! Друзья! Тренеры. Родители. Ребята, ну, конечно же, каждый из вас абсолютно прав. Даже грустно, что все уже позади. Не грусти, ведь игры – это новое начало. А как же окончание может быть новым началом? Да все очень просто. Вы показали себя, завоевали награды, выросли над собой. А теперь нужно идти дальше, к новым вершинам. Романа без начала, начала и конца. Стань еще сильней, это все в твоих руках. Весь мир вокруг прекрасным ты сможешь сделать сам. Так и знай, наше время пришло сделать шаг. Так и знай, это время любить и мечтать. У тебя 100 путей, впереди будет 100 дорог. Выбирай, будь смелей, просто знай, ты не одинок. Твое время пришло. Твое время пришло. Стоит захотеть, и весь мир у твоих ног. Добро непобедимо, мы все одна семья. Выбиться на свет, самый крохотный росток. Любые испытания случаются не зря. Так и знай,
телешоу «Голос» на Первом канале. Заслуженная артистка Республики Татарстан. Финалистка международного музыкального конкурса «Евровидение» Дина Гарипова. Учащийся филиала Московской Государственной академии хореографии в городе Кемерово. Учащийся Академии Игоря Крутого в городе Кемерово. Дорогие друзья, давайте подарим самые громкие аплодисменты артистам Кузбасса и нашим гостям. Ну а сейчас, дамы и господа, с большим удовольствием я хочу предоставить слово губернатору Кузбасса Сергею Евгеньевичу Цивилеву и талисману вторых международных зимних игр «Дети Азии» Рысенку Тихоню. Дорогие друзья, Кузбасс с особой радостью принимал у себя вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Мы благодарны всем, кто приехал к нам на этот спортивный праздник. Особые слова благодарности Международному комитету, который дал нам возможность проводить эти замечательные игры у нас в Кузбассе. Наши современные спортивные объекты, построенные к детям Азии в 4 территориях, дали возможность нашим юным спортсменам проявить свои самые лучшие спортивные качества. Очень символично, что во время именно наших игр наш президент Владимир Владимирович Путин дал старт году педагога и наставника. Наши игры показали, что совместный труд тренеров и наставников дает возможность раскрыться ярким талантам наших детей. И, конечно, с нами все время был всенародно придуманный талисман зимних игр, и народ и имя ему дал. Поэтому я предоставляю слово нашему талисману Рысенке Тихоне. Я очень рад, что мне выпала огромная честь стать талисманом вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Мы вместе открывали соревнования, и вы узнали, какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы победить. Я побывал на всех площадках и видел, как вы боролись, какими дружными вы стали здесь, у нас, в Кузбассе. Вы все уже настоящие чемпионы, и я очень рад с вами познакомиться. Уверен, эти игры мы все запомним надолго. Очень надеюсь увидеться с вами еще раз. Ваш Тихоня. Праздник заканчивается, но настоящая дружба, приобретенная здесь, в спортивных соревнованиях, она останется навсегда. Дай лапу, друг Тихоня. Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев, а также талисман игр Тихоня. Мы благодарим
благодарим вас. А сейчас я хочу предоставить слово первому заместителю министра спорта Российской Федерации Азату Ривгатовичу Кадырову. Привет, дети Азии! Привет, Кузбасс! Дорогие друзья, рад приветствовать вас на торжественной церемонии закрытия вторых международных спортивных игр «Дети Азии». На протяжении нескольких дней около 1000 спортсменов из 8 субъектов Российской Федерации и 11 иностранных государств соревновались в самом спортивном регионе на лучших спортивных объектах нашей страны. И Ледовый дворец Кузбасс, где мы сейчас с вами находимся, является лучшим спортивным объектом нашей страны, лауреатом национальной спортивной премии. Все команды в дни соревнований показали командный дух, волю к победе, достойные результаты. Уверен, что вы все стали друзьями. Ребята из Российской Федерации, Республики Беларусь и азиатских стран. Дорогие друзья, хотел сказать слова большой благодарности всем тем, кто принимал участие в подготовке проведения этого незабываемого события. Организаторам, спортсменам, тренерам, докторам, тем людям, кто обеспечивал нашу безопасность. И, конечно, журналистам, которые своевременно, красиво и достойно освещали все события. Отдельные слова благодарности нашим волонтерам. Друзья, спасибо вам. Вы всегда яркие, открытые, добродушные, готовые помочь любому. Болельщики, куда же без вас? Спасибо вам, что вы поддерживали ребят, отдавая частичку своего сердца. Большие слова благодарности губернатору Кемеровской области, его команде, главам муниципальных образований, которые вложили душу в проведение этого мероприятия. Друзья, мероприятие заканчивается, но мы не говорим «прощайте», мы говорим «до свидания». С нетерпением ждем новые игры «Дети Азии» и будем рады видеть всех вас на спортивных соревнованиях в нашей стране. А пусть эти соревнования «Дети Азии» станут для участников началом большого спортивного пути. В добрый путь, друзья! Азат Ривгатович, мы благодарим вас. А сейчас слово предоставляется генеральному секретарю Олимпийского комитета России Родиону Геннадьевичу Плетухину. Приветствуем вас, Кузбасс! Привет, Сибирь! Привет, бескрайняя Россия! Дорогие друзья, эти игры полны уникальных моментов, радости побед, новых персональных и, что важно, командных рекордов, неожиданных поворотов. От имени и по поручению главы Олимпийского комитета России Станислава Алексеевича Позднякова передаю слова благодарности всем юным спортсменам, которые в честной борьбе, с уважением друг к другу, искренне постарались показать свой максимум. Конечно же, самые горячие поздравления всем участникам игр из более чем 10 стран, которым удалось создать по-настоящему праздничную атмосферу большого спортивного праздника. Нет ни малейших сомнений, что независимо от того, были ли вами завоеваны медали или нет, каждый из вас увезет с этих игр теплые воспоминания об уникальном сибирском гостеприимстве и яркие впечатления о проведенных здесь днях.
И, конечно же, самое главное – это новые друзья, с которыми вы будете общаться и вместе строить будущее олимпийского движения на основе взаимопонимания, уважения, общих интересов, дружбы и стремления к совершенству. Так что главную цель, а именно продемонстрировать молодому поколению, как на практике претворяются в жизнь истинные олимпийские ценности, вторые зимние игры «Дети Азии» выполнили. Ведь вы не только соревновались здесь друг с другом, но и обрели незабываемые дни в настоящей олимпийской атмосфере, получили новые знания благодаря образовательной программе игр, познакомились с культурным разнообразием гостеприимной России. Подробное международное гуманитарное сотрудничество и развитие детско-юношеского спорта были и остаются важными аспектами нашей совместной работы. Олимпийский комитет, как соучредитель Комитета игр «Дети Азии», продолжит развивать эти направления. И уже в 2024 году Международный форум юных олимпийцев, который мы проводим ежегодно в День защиты детей 1 июня, должен будет стать частью образовательной программы следующих летних игр, которые пройдут в Якутске. Встречай, Саха! Искренне надеемся, что в следующем году вы, спортсмены-зимники, будете от души болеть за своих сверстников в летних видах спорта. Спасибо, Кузбасс, за прекрасные игры. Спасибо организаторам, властям региона. Отдельное спасибо и низкий поклон волонтерам. Спасибо участникам и гостям. И самое главное, спасибо тренерам и наставникам, благодаря которым дети могут заниматься спортом и могут достигать новых вершин в самых мирных сражениях спортивных. Благодарим вас, Родион Геннадьевич. А сейчас для ответного слова на эту сцену приглашается спортсмен Сибирского федерального округа, победитель в дисциплине конькобежный спорт на дистанции 3000 метров, бронзовый призер на дистанции 1,5 километра Юрий Фогель. От лица всех спортсменов благодарю организаторов вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Все, кто вложил свои силы и душу, чтобы мы, спортсмены, соревновались и жили в комфортных условиях. Ваши старания позволили нам показать лучшие результаты и достойно представить свои сборные команды. Отдельно хочу поблагодарить тренеров, судей и, конечно, волонтеров за атмосферу праздника и братства, царившую на всех площадках проведения соревнований. Уверен, мы еще не раз встретимся со своими друзьями, соперниками, с которыми познакомились на играх «Дети Азии», и вместе покорим спортивные вершины. Спорт всех нас объединил на спортивных баталиях, центром которых на 10 дней стал гостеприимный Кузбасс. Благодарим вас. А сейчас слово предоставляется президенту Международного комитета «Дети Азии» Владимиру Владимировичу Максимову. Добрый вечер, Кузбасс! Дорогие друзья, вот и подошли к завершению вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Молодые спортсмены смогли согреть наши сердца, разыграв 57 комплектов наград в честной и красивой борьбе. Дорогие спортсмены, ваши победы вдохновили людей по всему азиатскому континенту. Сразу 4 территории Кузбасской земли были наполнены яркими эмоциями, незабываемыми впечатлениями и высокими спортивными результатами. Эти радостные дни спорта и дружбы пролетели как один миг. От имени Международного комитета «Дети Азии» спасибо всем тем,
кто помогал организовывать этот грандиозный праздник. Благодарю руководство Кемеровской области Кузбасса. Личные слова благодарности губернатору Кузбасса Сергею Евгеньевичу Цивилеву, человеку, который принял решение, убедил правление, чтобы игры состоялись здесь. Большое спасибо. Хочу поблагодарить большую дружную команду дирекции игр. Я уверен, что то наследие, которое останется после игр в виде опытного персонала и отличных спортивных объектов, будет и дальше служить на благо жителям Кузбасса. Хочу выразить отдельные слова благодарности всем тем, кто был причастен к проведению игр, сотрудникам спортивных объектов, транспортным службам, работникам питания и проживания, медицинским сотрудникам и всем тем, кто обеспечивал участникам уют и безопасность. Давайте все вместе дорогие друзья, давайте все вместе поблагодарим наших главных помощников, тех, кто был рядом с нами каждый день. Волонтеры, вы всегда были рядом с нами. Вы заряжали нас своей энергией, вы поддерживали нас и всегда были готовы прийти на помощь. Вы неотъемлемая часть нашей большой семьи. Именно поэтому мы учредили специальный знак Международного комитета тем волонтерам, которые принимали участие в 3 и более играх, в знак нашей признательности и уважения к вам. Спасибо вам. Спасибо вам за вашу искреннюю помощь и отзывчивость. Мы очень рады, что наши игры стали частью истории в жизни Кузбасса. Ведь Дети Азии – это не только про спорт. Это тысячи человек со своими традициями и взглядами на жизнь. Вы смогли обрести здесь новых друзей, обменяться культурой и обычаями друг с другом. Каждый из нас увезет эти воспоминания в своем сердце, а дружбу пронесет на протяжении всей жизни. 814 спортсменов приняли участие в играх. Я хочу поблагодарить вас за веру в свои силы. Ведь победы и поражения не бывают легкими. Это всегда затраты времени и упорный труд. Я уверен, что опыт участия в играх «Дети Азии» помогут вам, многому вас научил. Сегодня вы молоды, перед вами открыты все пути, и вы знаете главное, как достичь своей цели. Никогда не останавливайтесь на своем пути. Учитесь, узнавайте новое, развивайтесь. Успехов вам и высоких достижений! От имени Международного комитета «Дети Азии», от имени спортсменов, судей, волонтеров, мы говорим вам: Кузбасс, спасибо! Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» объявляю закрытыми. Благодарим вас, Владимир Владимирович. Ну что ж, а мы продолжаем церемонию закрытия игр «Дети Азии». Но как-то становится одиноко здесь на сцене. О, а где вы были? Я вас потерял. Да, мы за кулисами вопросы придумывали. Очень интересное занятие. Ну что, придумали? Есть интересные? Алексей, в 2002 году вы принимали участие в Олимпиаде. А что больше всего вам запомнилось? Ну что за глупые вопросы? Конечно ж, победа. Абсолютно ты прав в этом. Не только принимал участие, но и мне посчастливилось подняться на самую высшую ступень пьедестала. Но вот победы, они запоминаются всегда. Но есть еще и другие моменты, от которого становится еще жарче. И какие же это? Это тот момент, который называется единство. Это когда все вокруг тебя, как одна большая, очень дружная спортивная семья. Например, когда? Ну смотри, например, когда ты идешь в параде стран, когда ты видишь
как на стадионе впервые зажигается огонь или поднимается флаг игр. А вот самое трогательное – это когда все уже, к сожалению, заканчивается, все позади, и мы прощаемся с играми. И это значит, что сейчас тот самый момент, который мы запомним навсегда. Да, друзья, он самый. Наступает торжественный момент спуска флага Международного спортивного комитета «Дети Азии». Флаг несут победители вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Спортсмен из Кузбасса, кандидат в мастера спорта по сноуборду, двукратный серебряный призер в дисциплинах параллельный слалом, а также параллельный слалом-гигант Дмитрий Подольский. Спортсмен из Казахстана, победитель в дисциплине шорт-трек на дистанции 1000 метров, серебряный призер на дистанции 1500 метров, а также серебряный призер в эстафете на 3 километра. Далиген Миржан. Спортсмен из Москвы, победитель в дисциплине конькобежный спорт на дистанции 1500 метров, двукратный серебряный призер на дистанции 1000 и 3000 метров. Также бронзовый призер на дистанции 500 метров Матвей Бажанов. Спортсмен Уральского федерального округа, поднявшийся на наивысшую ступень пьедестала в соревнованиях по лыжным гонкам в свободном стиле на дистанции 10 километров. Тихон Кочергин. Ой, чего только прекрасного все-таки не случилось за эти дни. Мы будем ждать, когда флаг игр поднимется вновь. Но ведь мы уже вырастем и не сможем принять участие в следующих играх. Зато мы сможем поддержать тех, кто помладше. Тогда у меня заявление. Я не хочу вырастать. Хочешь, не хочешь, а вырасти придется. А вот и нет. А вот и да. Да не ссорьтесь, на вас тысячи людей смотрят. Да, не переживай. Дети Азии – это только первый шаг.
Потом будет второй и третий. И с каждым разом все интереснее. Мы просто берем разбег. Абсолютно верно. Мы только берем разбег. Для того, чтобы в будущем взлететь как можно выше. Трудности преодолев, ты станешь еще сильней, проявишь упорство и силу, что в сердце огонь пробудила. Время идти вперед, это твой первый взлет, а дальше рекорды, награды и пламя Олимпиады. Взлетая к победе, судьба к вершинам зовет. Взлетая к победе, дети Азии, это твой взлет. Верь в себя, и тогда все поверят в тебя. Сохрани этот миг навсегда, взлетая к победе. Мы с гордостью своей страны, мы сильными рождены. Умение работать в команде, ценить наставления старших, поддерживать и уважать, чтоб чемпионом стать. Крепость духа, скорость решений, сила воли и связь поколений. Спорт — это жизнь, и он не имеет границ. Победа твоя состоит из тысяч частиц. Взлетая к победе, судьба к вершинам зовет. Взлетая к победе, дети Азии, это наш взлет. Верь в себя, и тогда все поверят в тебя. Сохрани этот миг навсегда, взлетая к победе. Взлетая к победе. Взлетая к победе. Участники Всероссийского телевизионного конкурса исполнителей песни «Новая звезда» Максим и Анастасия Касьяновы исполнили финальную песню «Взлетая к победе». Все, тихо, спокойно. Дэн? Хочется сказать тихоня, не грусти. Хотя действительно это один из самых грустных моментов закрытия игр. Дети Азии, мы большая семья, пронесите огонь сквозь года, взлетая к победе. Перечаш. А
сейчас, дамы и господа, давайте подарим аплодисменты нашим гостям, лучшим творческим коллективам Кузбасса. Дина Гарипова, Учащийся филиала Московской государственной академии хореографии в городе Кемерово. Учащийся Кемеровского президентского кадетского училища. Балет современной хореографии Dance FM. Ансамбль современной хореографии «Вечное движение». Академия Игоря Крутого в городе Кемерово. Шоу-балет «Аура». Центр эстрадного искусства Stage City. Владимир Жуков. Мужской вокальный ансамбль «Крафт». Театральная студия «Клякса». Хоровой театр Академия Кем Гик. Ансамбль танца «Апрель». 158 крюк. Ну что ж, вторые международные зимние спортивные игры «Дети Азии» завершены. Они подарили нам много радостных эмоций, ярких впечатлений, друзей. Открыли нам новые горизонты. И новые имена. Ну что, друзья, итак, вторые международные зимние игры «Дети Азии» стали историей, а впереди участников соревнований ждет большой спортивный путь, если они, конечно, продолжат по нему идти. Но первый шаг уже сделан. Церемония закрытия игр подошла к концу, и мне осталось только попрощаться. С вами была комментатор телевизионной версии Ольга Богословская. До свидания. Их музыкальнее, и мы уверены, что вы знаете на 100% его песни. А сейчас мы передаем наши микрофоны нашим коллегам Сергею Иванову и Николаю Волошину. Друзья, благодарим вас вновь за тот праздник, который проходил в эти дни на территории Кузбасса. И мы не прощаемся с вами, мы говорим всем вам до новых скорых встреч! Алексей Ягудин, ваши аплодисменты! Ну и, конечно же, наши спортсмены. Спасибо вам огромное! Спасибо! Дорогие друзья, это свершилось. Это прошло, и сегодня яркая точка финала. Это игры «Дети Азии». Так хочется услышать ваши громкие овации, увидеть ваши эмоции, потому что я скажу, что это одно из самых главных и масштабных спортивных событий. Браво, друзья!